Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Мы приветствуем вас на консультации перед экзаменами, вступительными испытаниями на программу магистратуры, направление 440401 «Педагогическое образование», направленность, профиль «Менеджмент в образовании». Итак, особенности проведения вступительного испытания. На выполнение комплексного экзамена по направленности профилю именно педагогическое образование, профиль менеджмент в образовании дается всего 60 минут, уважаемые коллеги. Да, то есть вы начинаете экзамен 14 августа, согласно расписанию, в 10:00 и заканчиваете 15 августа в 8 часов вечера, в 20:00. Ну, соответственно, раз 1 час дается на испытание, то, соответственно, физически до 19:00 у вас идет экзамен. Да, есть вероятность, что после 19:00 вы просто не успеете уже 15 числа сдать экзамены. Поэтому, коллеги, будьте внимательны, делайте все своевременно. Очень вас просим. Работа по устному экзамену, да, педагогика устная у нас в форме тестирования проводится. Работа включает в себя 25 заданий. Это тесты разной типологии письменного ответа в виде реферата. Оценивается по 100-бальной шкале. То есть 50 баллов за тест, 50 баллов за реферат. Реферат – это письменный экзамен, в свою очередь. Балл выставляется за полностью верно выполненное задание. Таким образом, общая сумма максимальная, которую можете набрать, это 100 баллов. Минимальный балл, да, проходной, по которому мы ориентируемся, да, для возможности зачисления на бюджет или тем более на коммерцию, это, конечно же, 50 баллов. По двум испытаниям это минимальный, да, порог, с которого уже мы можем именно вести речь о зачислении. Ну, а дальше в зависимости от конкурсной ситуации. Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий. То есть тестирование и проверка реферата все будет проводиться через сайт. Естественно, поступающие с ограниченными возможностями здоровья имеют право на увеличение времени, но не более чем на 1,5 часа. То есть того можно час плюс еще 1,5, итого 2,5 часа. Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. Здесь должен быть персональный адрес электронной почты. Вы его предоставляли при подаче документов. Туда вам придет письмо с логином и паролем от личной страницы на специальном сайте для поступления в университет, сайте приемной комиссии. Сразу после того, как вы зайдете, там будет вопрос, связанный с тем, чтобы вы поменяли пароль. Пожалуйста, пароль вы заменяете и запоминаете. Это обязательно, это очень важно, не теряйте. В день экзаменов у вас в личном кабинете как раз, во-первых, придет ссылка на вашу электронную почту, придет письмо с ссылкой, да, где вы сможете перейти и протестироваться. И в личном кабинете, опять же, появятся две кнопки. Да, на педагогика устно пройти испытание, педагогика письменно пройти испытание. Да, то есть педагогика письменно вы загружаете реферат, педагогика устно вы, соответственно, сдаете тест. Ну и, соответственно, вы должны быть оснащены персональным компьютером, у вас должен быть уверенный доступ в сеть интернет. Поэтому, пожалуйста, коллеги, озаботьтесь, чтобы у вас непосредственно был доступ, чтобы у вас не было проблем с интернетом. Обращаю ваше внимание, что абитуриент не имеет права во время тестирования привлекать, в общем-то, помощь со стороны третьих лиц, не имеет права предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам, использует учебную справочную литературу, конспекты, иную вспомогательную литературу, которая не предусмотрена программой вступительных испытаний. Дальше. Искать информацию в сети интернет,
открывать дополнительные окна в браузере, использовать любые мобильные компьютерные устройства, кроме персонального компьютера, да, именно за которым осуществляется прохождение вступительного испытания. Нельзя, да, использовать любые другие средства, устройства, да, которые могли бы вам дать некую дополнительную информацию. Итак, если мы обратимся к устному испытаниям, к тестированию, как я уже говорил, там 25 вопросов, на которые дается 1 час, то нужно готовиться по следующей тематике. Да, обратите внимание, пункт 2 в программе, да, перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. Первый раздел – это введение в педагогическую деятельность. Что здесь нас интересует? Педагогическая деятельность, сущностные характеристики понятия педагогической деятельности, педагогическая деятельность в структуре жизнедеятельности человека, педагогические основы различных видов профессиональной деятельности, гуманистическая природа педагогической деятельности и культура педагога, источники педагогических идей, современная педагогическая публицистика, научная и художественная литература, современная система отечественного образования, стратегия развития, спектр педагогических профессий в современном мире, педагогические учебные заведения, образовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза, мастерство и техника в профессии педагога, карьера педагога. Второй раздел – теоретическая подготовка. Сюда относятся педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке, методологии педагогической науки и деятельности, структура педнауки, категориально-понятийный аппарат современной педагогики, методы педагогических исследований, педагогический процесс как основная категория педагогики, теория целостного педагогического процесса, современные концепции образования личности, различные подходы к конструированию содержания образования, теория обучения и воспитания, многообразие образовательных программ, теории педагогической деятельности. Следующее. Практическая педагогика. Третий элемент, который нас интересует. Что здесь? Это взаимосвязь теории и практики в педагогике. Методология практической педагогической деятельности. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности. Педагогическое проектирование. Технология решения педагогических задач. Оценка выбора решения педагогических задач. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. Позиция педагога в инновационных процессах. Форма взаимодействия субъектов в педагогических процессах. Технология профессионального развития педагога. Вот, собственно, 3 блока, на которые рассчитаны, именно освоение которых предполагает успешную сдачу устного экзамена, да, именно тестирование. Давайте посмотрим, какие примеры есть тестовых заданий подобные. Попадутся вам именно во время тестирования. В какой ступени высшего образования, согласно закону об образовании РФ, относится магистратура? На какой ступени образования? Первая ступень, вторая или третья. Вы понимаете, что первая ступень – это бакалавриат, вторая ступень – это как раз-таки магистратура, третья ступень – это аспирантура. Значит, правильный ответ, соответственно, второй. В каком году Россия вошла в состав Болонского процесса? В 1997, в 2003, в 2007. Да? Правильный ответ – 2007. Педагог, выполняя требования в ГОС, должен ориентироваться на знания, умения, навыки, на общее развитие или на результат освоения основных образовательных программ. Правильный ответ – результат освоения основных образовательных программ. Следующий вопрос, посмотрите, тоже какой подобный, да, может вам попасться. Выделите автора, который отражает в своих исследованиях педагогическую концепцию личностно-деятельностного подхода. Леонтьев, Бабанский, Субетта. Конечно же, здесь в данном случае это Леонтьев. Ну и, наконец, выделите наибольшие трудности у учителей в практической педагогической деятельности. Совместное с учениками определение задач обучения с опорой на уже имеющиеся знания, социальный опыт. Развлечение и формулировка 3 групп планируемых образовательных результатов применительно к конкретной учебной теме. И организация эффективной самостоятельной работы в условиях многообразия источников информации и способов ее получения. Правильный ответ – развлечение и формулировка 3 групп планируемых образовательных результатов применительно к конкретной учебной теме. Вот, собственно, такие примеры тестовых заданий, подобные, повторюсь, попадутся вам. Второй экзамен, да, это темы рефератов. Давайте посмотрим подробно, что здесь.
Темы рефератов, которые мы вам предлагаем, обратите внимание, они связаны с проблематикой непосредственно самой магистерской программы. Итак, методы педагогического менеджмента, взаимодействие субъектов менеджмента в образовании, задачи педагогического менеджмента, педагогический менеджмент и круг решаемых им проблем, менеджмент в дополнительном образовании современной школы, профессиональная компетентность менеджера в образовательной организации, основные группы профессиональных задач менеджера образовательной организации, проектирование и осуществление профессионального самообразования педагогов образовательной организации, организация делопроизводства образовательной организации, педагог как менеджер учебно-познавательного процесса в образовательной организации, управление качеством начального, основного, общего и полного общего среднего образования, качеством образования, то есть выбираете, да, уровень, который вам необходим. Контроль за образовательным процессом как функция педагогического менеджмента. Организация проектной деятельности с обучающимися в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Экспертиза педагогических и руководящих работников. Государственный контроль и регулирование работы в образовательной организации. Создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе дошкольной образовательной организации. Оценка деятельности педагога как менеджера образовательной организации. Информационная открытость официальных сайтов образовательных учреждений. Информационная недостаточность и ее причины. Отчетность образовательной организации. Подходы к построению системы аналитического мониторинга образовательной организации. Модели взаимодействия образовательной организации с социумом. Процедура оценивания качества основной образовательной программы общего образования в образовательных организациях. Инновации и традиции в организации проведения педагогических советов. Проектирование и развитие образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта. Опыт создания условий информационной безопасности школы. Мультикультурная образовательная среда в образовательной организации как условие формирования общечеловеческих ценностей. Информационная среда как условие достижения качества в общем среднем образовании. Имидж образовательного учреждения. Культура принятия управленческих решений. Управленческая культура руководителя образовательного учреждения. Функциональное распределение обязанностей между директором и его заместителями для четкой организации достижения качества требований федерального государственного образовательного стандарта. Большая тема. Требования к лицензированию и аккредитации образовательным учреждениям. Содержательные и процессуальные аспекты проектирования методической работы в образовательном учреждении. Система организации научно-исследовательской работы в образовательном учреждении. Инновации как атрибут общего среднего образования. Уважаемые абитуриенты, мы обращаем ваше внимание на то, что работы должны носить не только реферативный характер, да, должна быть некая все-таки практическая содержательная часть, да, которая именно отсылает именно ваши наработки, скажем так, ваш опыт, и отсылает к вашему опыту, который уже есть. Тем самым мы понимаем, что вы действительно взаимодействуете с образовательной средой, мы понимаем, какой багаж у вас есть на основании этого, и также можем делать вывод о том, какого рода исследования вы можете проводить дальше уже в процессе обучения в рамках освоения данной магистерской программы. Поэтому очень важно, чтобы действительно работы были глубокими и отсылали действительно к конкретному практическому материалу. Понятное дело, с наличием и полноценной теории. Итак, критерии оценивания реферата для поступления в магистратуру. Абитуриент может претендовать на положительную оценку реферата, если выдержана структура: титульный лист, оглавление, теоретическая часть, практическая часть, заключение, литература, глоссарий по понятиям в соответствии с требованиями. Естественно, требования, которые прописаны в методических рекомендациях для поступления в магистратуру. Ну и также техническое оформление реферата. Обратите внимание, есть требования, рекомендации по оформлению реферата для поступления в магистратуру. Это все размещено в структуре программы вступительных испытаний, то, что вы можете найти, опять же, на сайте
приемной комиссии, там, где вся основная информация содержится. Там же вы можете скачать и данный документ, там подробно уже ознакомиться. Ну, на что хочу опять же обратить внимание, титульный лист должен выглядеть таким образом. Общие требования, обратите внимание, как текст должен быть оформлен. Правила компьютерного оформления текста, тоже очень важно. Выделения, каким образом должны быть. Посмотрите, пожалуйста. Ну, в прямоугольнике это показан пример. Ну, текст должен выглядеть таким образом. Сокращения, каким образом делаются, опять же, все. Здесь приведены все примеры. Содержание. Примеры библиографических записей. Книги тоже здесь все это вы можете видеть. Однотомные издания, законодательные материалы, стандарты, как это все определяется здесь. Пожалуйста, многотомные издания, неопубликованные документы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Обратите внимание, примеры здесь опять же есть составные части документов. Итак, при оценивании реферата дифференциация следующая. 45-50 баллов, то есть оценка отлично. Если реферат написан на актуальную тему и отражает творческую самостоятельность автора, умение применять теоретические знания при анализе материала, содержит оригинальные наблюдения. Это как раз ваш личный опыт, да, здесь может быть отражен. Оформлен в соответствии с рекомендуемыми требованиями. Соответственно, если что-то нарушено, значит баллов будет уже меньше. От 35 до 44 баллов, то есть оценка хорошо. Реферат отражает хороший уровень теоретических знаний абитуриента и умение исследовать практический материал. Но при этом в работе имеются отдельные недочеты в теоретической части или недостаточно развернута практическая часть. Неубедительно сформулированы цели задачи исследования. 25-34 балла. Удовлетворительная оценка. Реферат содержит недочеты в оформлении текста, имеются замечания членов комиссии по теоретической или практической главам. Основные понятия по заявленной теме не раскрыты. И от 24 баллов и ниже неудовлетворительный реферат содержит серьезные недочеты в содержании оформления текста. Обратите внимание. Да? Поэтому критерии будут следующие. И, соответственно, вы уже можете понять, если вы нарушили какие-то требования, соответственно, уже можете предполагать, на сколько баллов у вас будет определена ваша работа по результатам проверки комиссии. Рекомендуемая литература. Пожалуйста, также просим вас ознакомиться. Итак, коллеги, мы надеемся, что вы получили всю исчерпывающую информацию о вступительных испытаниях. Мы надеемся, что у вас все получится, что все сложности и затруднения, с которыми вы сталкиваетесь, вам удастся разрешить, что действительно экзамены станут для вас приятным, легким испытанием, что вы сможете продолжить свое обучение. Ждем вас, безусловно, на наших магистерских программах. Это и менеджмент в образовании, это и управление персоналом в образовательной организации. Это те программы, которые осуществляются нашей кафедрой. Соответственно, все вопросы вы можете задать по телефону кафедры, которую можете найти на сайте, кафедры теории и методик начального образования, либо можете позвонить по каким-либо вопросам. Меня зовут Кабыскан Александр Степанович, доцент кафедры теории и методик начального образования. Руководителем магистерской программы является Янгирова Венера Магасуловна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методик начального образования. И поэтому мы, конечно же, на все вопросы с удовольствием ответим. Вопросы можете задать мне лично по телефону 8 909
349 75 62. Еще раз хотим пожелать вам успешных вступительных испытаний и надеемся, что у вас все получится. Спасибо вам огромное за внимание.